пошло течение. Вот здесь вот то, что сейчас вот ива растет, здесь, грубо говоря, мы могли мальчишками купаться, нырять, а сейчас это превратилось в болото, заболачиваемость. Здесь грунт был ровный и клином два оврага, вон там стыковались. И здесь он просто полноценный грунт был. Вот это все ушло и вот туда. И около каждого пруда сейчас по деревне еще вот у нас еще в 3 местах как бы вот, ну, примерно такая же ситуация. Здесь вот может быть, если скажем, только как бы часть вот одной улицы заливаем, а туда дальше, там получается посреди деревни, возле мечети, там вообще как бы, ну там еще сложнее. Лишней воды вреда не будет. Вот засушливый год, скажем, то же самое же скотину поить. Здесь вот, допустим, всю жизнь вот у нас как бы приучено было сельчане, коров выгоняли в эту сторону, вот это как бы летом собирается, вот загон летний, да, в обед собирается здесь, и настолько уже животные были приучены, допустим, с той стороны, если скотину загоняли, она домой никогда не доходила, только вот отсюда по кругу, как бы не пасли, вот отсюда, это вот, скажем, годами приучены. Здесь вот пользуются прививками, скажем, вот сюда вот столб он остался, это здесь прививки делали, каждый год собирали скотину здесь. Хотели, в общем-то, в смысле, тут в письме вот мы указывали прививки, вот тем пенсионерам, которые здесь живут, магазин у нас находится вон на той стороне. Скажем, почта у нас там, клуб у нас там. Грубо говоря, нереально обойти по тому мосту и вернуть, что-либо сделать. Это вот, как бы, скажем, это один из тех вот проблем моста, скажем. Ну, тут из этого потекает много чего. У нас сюда. Там еще кое-какие есть, есть нет ГТС, тут я 3 ГТС, просто там нестыковки, там сооружение и земля. Вот, здесь вот, собственно говоря, молодежи и для сельчан что-то вроде бы, возможно, парковой зоны. Вот у меня, наверное, брат Весничем, как бы в Суходоле, с ним разговаривал сегодня, кстати, на совещании, он сказал, там вопрос будет подниматься. Но, возможно, осенью здесь, чтобы лесопосадку посадить деревья. Летом хотим сабантуй тут делать, народ, Ну, чтобы вот как приходил. народ, Соответственно, спонсоры тех же, кто уехал с деревень, собрать сюда в деревню. У нас, грубо говоря, еще фермы не до конца разбомбили, возможно, может быть, кто-то интерес проявит. ну, фермы пока проявить, так как свои там землю порядок. потихоньку мы вот эта часть двинется, пойдут и фермеры пойдут. Ну, здесь надо проговорить. Сейчас вот у нас все сразу задачи, которые стоят перед поселением, мы, наверное, решить вот в один момент не можем. Но вот сейчас вот этот вот вопрос, связанный с этим прудом, с его Нам мне бы его креплением, очистить, там, конечно, прочее, надо. вот это вот каким-то образом можно будет проговорить и какие-то вот, как уважаемый депутат сказал, алгоритмы решения. Да, ну вот мы со своей стороны, вот как бы вот наша фирма, допустим, мы сможем сделать как бы, наверное, что-то возможно, как сметы это будет выглядеть, какие-то затраты, сам проект этой плотины, чтобы это было предметно, как бы, во что это выльется. Здесь просто необходимо понять, какие работы нужно проводить, и какое финансирование, и откуда нам добиться этого финансирования. Мы бы хотели, чтобы это по программ-то полно, много
сейчас такие. По сохранению села, например, по очистке рек. Это очень даже возможно в эту программу попасть, потому что она, с одной стороны, если просто вот проехать, посмотреть, она не подходит. Если через каждого сердца, через каждого человека пройтись, который здесь живет, она очень даже подходит по очистке села и по сохранению села получается. Русло, сами видите, вот, если она загорится, если ее не выкопать, не вернуть, она будет расти вот эти вещи, и не вернем на свое место. Олег Иванович, у нас вот в этой теме какие программы, вот, которые можно было бы попробовать попасть там и так дальше? Здесь, конечно, источник финансирования. Нужно определиться, чтобы эту работу всю сделать. Это требует, конечно, больших средств. Вот, о чем мы здесь говорим. Единственное, наверное, это нужно попасть в государственную программу. Но это Вот нам это и очень, надо. очень Вместе, непросто. чтобы это было. Своим местным Такие бюджетом программы есть, Министерство природопользования, такие программы уже существуют, но мы ни в какую программу не попадаем. Почему? Потому что очень сложно туда попасть. Мы пробовали по очистке рек, вот, допустим, Челны-Вершину, там, по укреплению оврагов. Значит, пытались попасть в государственную программу, приезжал представитель. Вот сначала, конечно, это у нас как вот первая комиссия, мы определили задачи, вот у нас первая комиссия, чтобы как-то определить ориентиры, как попасть в эту программу, нужно пригласить представителей с министерства, то есть вот с области, да, с областного министерства, да. Вот, он приедет, тоже его вот сюда привезти, значит, и объяснить ему эти задачи. Кто привезет, Олег Иванович? А? Кто привезет? Опять он, что ли? Нет, зачем? Напишем письмо туда, Да, запрос от поселения, да. Мы тоже написали письмо, и приехал человек. Да. Значит, вот, приедет человек, ему еще раз вот этот показать, рассказать и определить, с чего начать, вот с каких первоначальных документов начать все это дело. Алексей Николаевич, вот 26 марта вот пожар, это сход граждан был, вот сотрудница МЧС там выступила. Вот это надо делать, чтобы как в Хакасии не было. Да, У нас повторится, да, хотя бы как пожарный водоем, его восстановить и взять на баланс именно МЧС. Эти задачи, да, нам понятно. Теперь, как это сделать, вот чего надо думать, о чем, как это практически сделать. Ну, а надо сделать, а то смотреть, как в Хакасии получится. Воды даже нету. Подождите, мы сейчас уже что надо или не надо. Вы понимаете, что надо. Этот вы уже ушли. Но как надо? Вот Олег Иванович, вот уважаемый депутат, вот тоже уже не первый созыв, не первый срок работает. Тоже, наверное, может подсказать, как сделать так, чтобы вот деньги сюда пришли, чтобы нужно было наш проект реализовать. Наша цель вместе быть, вместе. С Вот, вами, мы с вот вами. такой Тогда вопрос. что-то Да. сделаем. Ну вот, Поодиночке если вы- что-то Порядок вот программы это постановление 468. Если будет постановление, если кстати, вот этот человек, вот, там постановление, в соответствии с этим постановлением, надо готовить документ. Извините, если перебил. Можно мы сейчас проедем до штабного, скажем, там это все пообсуждаем.